Общественники Коми обеспечат стопроцентное наблюдение за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы 17-19 сентября. Для этого уже сейчас обучено достаточное количество общественных наблюдателей. Легитимность процесса обеспечит еще более масштабное, чем на предыдущих выборах, видеонаблюдение. Камеры будут установлены на большинстве участков для голосования, в территориальных избирательных комиссиях, в местах хранения сейф-пакетов с бюллетенями. Ольга Коняева знает подробности. 5 лет назад на избирательных участках страны за выборами в Госдуму следило 40 тысяч видеокамер. В этом году их будет 100 тысяч. Планируется непрерывная съемка с 17 по 19 сентября. 2 дня круглосуточно, 3-й во время работы участков. Под круглосуточным наблюдением будут и места выдачи бюллетеней, ящики для голосования, сейфы с документацией. Записи будут храниться в течение года. Новшество видеонаблюдения в этом году таково, что онлайн-трансляции картинки из помещений для голосования осуществляться не будет. То есть право на просмотр этой трансляции будут иметь кандидаты, политические партии, выдвинувшие зарегистрированные в списке кандидатов. Будет развернут ситуационный центр на базе Общественной палаты Республики Коми, где на большом экране будут выводиться в случайном порядке информация с каждого из помещений для голосования. То есть люди, которые желают смотреть, таким образом могут появиться там и в режиме онлайн следить за тем, что происходит. Впервые на думских выборах в России 80% избирателей смогут проголосовать на участках, оснащенных видеонаблюдением. В Коми установят больше 370 камер. Это на 56 больше, чем на предыдущих выборах. Доступ к видео будет у избиркомов, партий и кандидатов. Так организовать трансляции смогут не только общественные центры, но и зарегистрированные политические партии в своих штабах. Впрочем, следить за процессом голосования может практически любой гражданин. Впервые за время электоральной истории России на думских выборах будут работать наблюдатели не только от партий, но и общественные. 5 лет назад такого понятия не было. Более 2500 человек прошли обучение по нашему курсу, который был специально разработан независимым общественным мониторингом. У нас набор наблюдателей не прекращается, он будет идти до последнего, и последнего наблюдателя мы наберем за 3 дня до начала голосования. И каждый сможет пройти обучение в той или иной форме. Большинство, конечно, проходит очно, но мы сейчас ведем работу по переработке этого курса для того, чтобы у человека была возможность онлайн, в дистанте, с учетом эпид-обстановки, изучить полностью этот материал, приобрести необходимые навыки и выйти на избирательные участки. Учебные семинары для общественных наблюдателей – это не только лекции по основам законодательства, но и моделирование проблемных ситуаций. Как взаимодействовать с избирателями, партиями, СМИ, реагировать на нарушения и максимально подробно информировать общественность о ходе выборов. Планируется, что в дни голосования на участке выйдут более 200 тысяч наблюдателей по всей стране. Интерес к общественному наблюдению велик. Мы это видели и по выборам президента Российской Федерации в 2018 году, и на общероссийском голосовании по поправкам. Все стадии избирательного процесса важны, и общественники могут обеспечить среду прозрачную, правовую, равенство возможностей для всех участников избирательного процесса. И мы очень рассчитываем, что Институт общественного наблюдения поможет в повышении доверия к выборам, повышении интереса общества к выборам, повышении уровня легитимности выборов. Сейчас период выдвижения и регистрации в Коми пока 5 кандидатов. Планируют подать документы еще 2. Время есть до 23 июля. После чего начнется агитационная кампания. Мониторинг всех стадий избирательного процесса в каждом субъекте, в том числе и в Коми, ведут общественные штабы, в работе которых принимают участие правоведы, политологи, юристы и все желающие активные граждане. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.